Меня исемім Гульнара, меня зовут Гульнара Ярулина, я родом из Казани, родилась, выросла, училась и переехала в Москву. Мен инде Мәскәүдә 10 ел яшим һәм штабта 5 ел татарларны берләштерәм. Шундый безнең штабтан тышта инде тагын күп чаралар ясыйбыз. Это вот наш любимый домашний уголок, штаб татар Москвы называется. Нам уже больше 25 лет. Информации очень много. Мы везде представлены во всех соцсетях, социальных сетях. Введите просто штаб татар Москвы и все найдете, всю информацию, начиная там от Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбук. На Ютубе очень много роликов разных. Также про наши встречи мы делаем прикольные ролики, видеоролики. Также у нас сегодня в программе вечера знакомства. Так как сегодня очень много новеньких людей, мы всегда рады за то, чтобы все познакомились и рассказали о себе. Коротко, откуда, как зовут, где учитесь. По поводу мероприятия, вот по воскресеньям у нас проходит в штабе Якшембе Яшлер Кишесе. На этих встречах мы знакомимся, общаемся друг с другом. У нас выступают очень интересные спикеры. Всегда стараемся для вас звать интересных людей, чтобы они рассказывали о себе. Если у вас есть интересные предложения по спикерам или есть интересные предложения по мероприятиям, все есть в чате, надеюсь, да? Если кого-то нет, обращайтесь ко мне, я вас обязательно включу. Там информацию все скидываем максимально, также по активностям. Вот недавно, 3-4 числа, прошло очень много мероприятий в вузах. Также это начиная в Пироговке, где еще у нас было Ранхикс, День национальности прошел, Калейдоскоп культур, Зарина вот у нас ответственная за институт Пирогова. Если у вас в вузе тоже будут проходить такие встречи, мы готовы помочь вам. Также у нас есть национальные костюмы, пироги, там какая-то помощь нужна, все пишите в чат. Также, если есть какая-то необходимость, у нас также есть выступающие, кто хочет сам выступает. Сейчас как раз в университетах такие мероприятия проходят. Также вы знаете, сейчас День народного единства, но сейчас праздники, да, и посвящено этим мероприятиям проходили в Москве тоже очень много мероприятий. Открылась в Москве на ВДНХ, вот мы сегодня были, выставка «Россия народная», там на 75-м павильоне очень много представлено разных городов и России, и также Московской области. Вот только что оттуда приехали. Очень красивая выставка. Стоит съездить. Она бесплатно будет до 12 апреля. Тоже, если хотите, можете посетить, доехать, вместе собраться даже в чате, можете также это обсудить. Также, если какие-то интересные мероприятия у вас в вузе, или вы хотите вместе собраться, куда-то пойти, с Шулаю, чата Яза Аласас. Этот чат специально создан для вас, для того, чтобы вы общались между собой, коммуницировали, собирались вместе, куда-то выезжали. Очень много мероприятий будет проходить в ближайшее время. Например, 11 ноября Татаржира будет проходить на проспекте Андропова. Информацию будем скидывать как раз по билетам, что там можно тоже приобрести. У нас есть, вот опять-таки, после того, как люди, кто выходит из возраста студенческого, они переходят уже более такой возраст осознанный работающих людей. Есть у нас отдельный клуб, Рахат называется. Там в чате мы как раз-таки вместе, у нас каждую среду проходит мафия, татар-мафия. Мы играем там, тоже можете присоединяться. Например, 11 ноября у нас будет Хэллоуин татарский, то есть все татары, и там будет костюмированная вечеринка с диджеем, с песнями, танцами. Мы снимаем огромный лофт, туда вы тоже можете присоединиться. В ближайшее время также на новогодние какие-то мероприятия мы тоже будем организовывать для вас интересные мероприятия. Я говорю об этом, будем писать обязательно в чате. Конечно же, от вас мы требуем активности. Также приглашайте своих друзей.
Харвакатта Шат, рассказывайте о нас везде в Инстаграм, если вы ведете Инстаграм, запрещенную сеть, постите, да, отмечайте штаб, мы будем только рады. Про сегодняшний вечер обязательно тоже везде расскажите, потому что мы хотим, чтобы все знали, как живут татары в Москве. Мы так и ведем такую деятельность, что рассказываем, что мы всех татар и башкир в Москве объединяем и проводим такие вот дружественные встречи. И как бы это специально для вас и для того, чтобы другие тоже об этом знали. Также у нас очень много разных активностей, мероприятий. Кто первый раз тут, не стесняйтесь, знакомьтесь. Наша главная цель это, чтобы вы все друг с другом познакомились. Как минимум 5-10 контактов вы сегодня отсюда новых должны взять. Эта встреча проходит для вас. У кого-то создаются пары, да? Кемдер үз кишин таба бу штабта, кемдер яңа проектлар ясый, кемдер кем кая булса да бергәләп йөриләр. Шулай ук шу сезнең өчен бу ясала һәм аны кулланыгыз. Һәм безнең, беләсез, самый главный идейный вдохновитель нашего татаро-башкирского движения «Штаб Татар Москвы» это Ямалеев Рустам Фаизович. Давайте поприветствуем его, познакомьтесь, пожалуйста. Әйдәгез үзара татарча сөйләшегез. СМС татарча языгыз. Бергез белән бергез сөйләшегез, ничек татар телен сакларга бу Мәскәүдә. Татар теле кемгә кирәк? Менә сезгә кирәк. Менә бер кеше бүтән татар теле турында кайгырмай. Менә сез үләгез, үзара сөйләшегез, дусларыгыз белән, племянники, күршеләр, гел татарча сөйләшегез. Аннан соң җылдан-җыл җиңелрәк менә хәзер студент вакытында татар телен белергә. Менә белегез, үзара сөйләшегез, танышыгыз үзара. Ну, здесь кое-бер кеше аңламый инде татарча, значит, я буду татарский, русский переходить. Вот у нас такая традиция, все 26 лет мы выезжаем в школы. Ну, раньше, может, мы посещали 5-10 школ, вот последние годы посещаем 25, вот нынче я посетил 30 школ и 10 колледжей. Это Челны, Казань, Нижнекамск. Я приезжаю в эти колледжи, все меня приглашают не потому, что меня все любят, а потому, что мы очень популярные в интернете. И поэтому всем интересно посмотреть на московского гостя, позадавать ему вопросы, послушать, поэтому меня приглашают в школы. Вот. Прежде чем идти в школу, естественно, я согласовываю, значит, с директором, учителями выступления, примерно о чем я говорю. Почему я вам так подробно рассказываю? Потому что каждый из вас, вот у нас национальный конгресс татар, да, в него входит 5 больших организаций. Вот. Поэтому мы можем дать вам письмо, если вам нужно, каждому из вас мы даем письмо. Вы с этим письмом, если нужно, приезжаете к себе на родину, значит, в какой-то город, и идете в школу. Идете в школу и общаетесь там с детьми. Вот детям уже надоели учителя, детям надоели уже все нравоучения, а вдруг здесь к ним приходит земляк, который закончил эту школу, или который из этого города, и начинаете с ними обсуждать, с ними разговаривать. Вот, очень такой живой разговор получается, поэтому я вам очень... У нас многие активисты так и делают, в принципе. Мы много ездим, у нас кто постарше, и в детские дома у нас много ездят, и в школы много ездят. Поэтому вот я вам тоже рекомендую поехать в школу и, значит, вот такую беседу провести. О чем мы говорим примерно с детьми. Вот. Каждый год у нас программа меняется. Нынче, естественно, у нас вот мы не обходим эту грустную тему нашу СВО. Вот. Что, почему? С этого мы начинаем. Потому что идет огромная западная пропаганда. Идет сильнейшая пропаганда. И причем пропаганда идет не политологов, а идет пропаганда психологов и артистов. Вот они сладко разговаривают, ставьте лайк, подписывайтесь, значит, так-то, так-то, но сплошной сатанизм есть сайты, вранье это, очернение нашей власти, да, и поэтому вот нынче мы столкнулись с этим проблемой. Вот кто идет в депутаты, в госорганы, если они, значит, или вы пойдете в госорганы, пойдете в депутаты, если вы были на этих сайтах, это все остается в памяти. Все остается в памяти. Если вы делаете рассылку этих сатанистских сайтов, то попадаете под уголовную статью. Все это знаете лучше меня, да?
Поэтому не залезайте на эти сайты, не смотрите. Вот ориентируйтесь на родителей, на учителей, на штаб, в конце концов, да. Вот поэтому это очень важно. Вот. Поэтому я с молодежью очень много в школе разговаривал вот на эту тему. Все в интернете, все это. Я встречался с родителями. И вот мы хотели такой баттл провести за, значит, столом круглым. Часть родителей считает, что должно быть воспитание европейское, такое свободное, демократическое, значит, такое. Часть все-таки родителей считает, что должна быть строгость. Вот как мы считаем и что мы пропагандируем. Во-первых, мы пропагандируем, значит, мусульманство, да, мы проводим первые намазы, мы проводим ифтары, и люди, которые ифтар держат пост, многие не понимают сущность, внутренний смысл содержания поста. Вот мы пытаемся здесь звать хазрятов, объяснять, что пост это не только воздержание, это вот умственно и в поведении, и во всем. Что касается, вот я в основном с кем я разговаривал, были православные, были русские, да. Что значит русские? Вот русские не понимают свою культуру, тоже не ценят. Есть определенная русская культура, русский колорит, русская одежда, русская культура, вот и кухня, да, это все есть. Вот я это тоже пытался им сказать. Православие. Люди тоже не понимают православие, не понимают посты. Ну, сегодня у нас православных мало, значит, поэтому это отдельная тема. Вот. Мы сторонники того, чтобы наша молодежь была или мусульманская, или православная. Вот. В основном вот на этом мы, значит, стараемся агитировать. Потом нынче у нас год идет 95-летие Табеева. Да, знаете, многие, вот мы каждый год посещаем 2 могилы. Одну могилу мы посещаем Лимаева, 14 ноября поедем, и 2-4 марта посещаем Табеева. Вот кто не поедет к Лимаеву, 14 ноября, можете вместе с нами поехать на Троекуровское кладбище. В каждой большой делегации мы каждый год ездим. Вот. Значит, что я им рассказывал про землячество. Очень многие люди знают про штаб татар. Очень многие нами интересуются, конечно, да, потому что мы самая популярная, самая такая известная, и мы несем все-таки идеологию свою, поэтому мы всем интересны, нас все смотрят, конечно. Поэтому у нас вот 4 YouTube-канала, вы знаете, сколько мы, значит, у нас уже, по-моему, 7-8 миллионов просмотров, мы 500-600 роликов в год делаем. Мы единственная организация, которая делаем патриотические ролики. Вот. Мы, культ у нас Отечественной войны, мы многие с героями общаемся. Вот. Поэтому мы нынче пытались такую тему взять новую. Мы пытались с учениками, чтобы они нам рассказали. Вот то же самое у вас спросим. Вот вы знаете своих бабушек, дедушек? Про бабушек, про дедушек знаете или нет? Кем они занимались, что они делали? Если они были на войне, кем они были на войне? Вот поэтому каждый человек должен знать про бабушек, про дедушек, откуда они родом, кто они были по профессии, кто они были по, значит, по характеру. Поэтому вот подумайте насчет этого. Все-таки человек должен знать свое прошлое, откуда они родом вообще произошли, откуда вы, вот, например. Вот это вот мы тоже с детьми, значит, мы разговаривали. Я им рассказывал вот про суть Табеева. Табеева, вы понимаете, да, это был первый секретарь Татарстана. У нас не все из Татарстана. Но так получилось, исторически сложилось, что вот до 60-го года Советский Союз, вы знаете, что это, да? Был Советский Союз. И вот до 60-го года, вот последние там 15-20 лет, деньги выделялись в Прибалтику, Белоруссию, Украину очень много, и Татарстан как-то мало выделялось. И получается, к 60-му году Татарстан по показателям был отстающим, захолустным таким сельхозаграрным районом. И вот в 60-м году стал Табеев, значит, за 20 лет он построил Нижнекамск, Челны, Альметьевск, Зеленодольск, кто из Нижнекамска, вот из Татарстана знает. Поэтому в чем суть Табеева? То, что он вот кадры подбирал, и он всегда, вот сколько я с ним общался, вот в 97-м году мы собрались с молодежью. Вот мы собрались, Табеев. Нас человек 25-30 в Китай-Городской стене, вот он начал на нас. На час раньше приходите на работу, на час позже задерживайтесь. Пришли на завод первый день, мечтайте быть директором завода. Пришли в больницу, врачи, первый день. Мечтайте быть главврачом, мечтайте быть министром. Вот он нас всегда, вот я вам отдаю Москву, завоевываете, вот как вот, чем вы отличаетесь от другой молодежи? Вот чем? То, что у вас столько знакомых в штабе, так ведь?
Вот сегодня Гульнар сказала, сколько у вас визиток, в каждом институте у вас знакомые, сколько у вас юристов, экономистов, врачей в Москве, так ведь? И то же самое Табеев у нас научил мечтать. Вот в чем суть мечты по-табеевски? Мы уже говорили, вот то, что у вас мечты, желания в жизни должны быть сверх мечты, сверх желания. Вот у девушек наверняка есть на стене карта желания у многих, да? Это не смешно, это закрытая тема, ее никто никому не рассказывает, но она есть практически у каждого. Вот. У вас висит карта желаний, яхта, самолет, коляска, что-то. Что это такое карта желаний? Вы моделируете себя, вы материализуете жизнь свою, так ведь? Ну так же получается. А вот по-табеевски, вот эта карта желаний должна измениться сотни раз. Вот у вас завышенные мечты должны быть, потому что вы из штаба, хотя поэтому. Вот. Вы, значит, должны мечтать о завышенном. Мечтайте быть президентом, мечтайте быть министром, мечтайте быть депутатом. Вот поэтому вот с этой точки зрения, вот эта молодежь, которая у нас в штабе, вы должны вот отличаться вот этими своими желаниями, мечтами. И мы посетили 2 детских дома подшефных, с помощью у нас есть приют и есть такой дом-интернат. Посетили мечети, значит, вот такой у нас деятельность благотворительной мы занимаемся. Вот, поэтому всех я выступал на телевидении во всех городах, всех пригласил первокурсников, родителей, значит, чтобы они детей сюда посылали. Ну, у нас же молодежь, понимаете, вот даже здесь у нас же основная молодежь, это Мордовия, Пенза, Нижегородцы, Ульяновск, Самара, наверное. Потом идет Казань, значит, вот, мы как-то стараемся, чтобы все были вместе. Ну, наверное, читаете критику в последнее время наш адрес, то, что вот мы создали православное землячество татар, да? Вот, мы считаем это все равно правильно, все должны быть рядом с нами, и православные татары тоже должны быть рядом с нами. Вот, мы к этому так относимся. У нас тюркские народы рядом с нами, тоже на мероприятии мы их приглашаем. 7 числа мы проводим клуб героев. Вот первый раз мы проводим, только всех героев собираем. Как у нас это получится? У нас есть клуб героев. Там есть 25 героев, мы их всегда приглашаем, вы их видите. А это несколько другие герои уже. Вот. СВО герои, там, космонавты герои. Вот мы пытаемся 7 числа их пригласить. Значит, 8 числа у нас вечер офицерского собрания. 11 числа у нас Аллагай. Нет, 10 числа у нас Аллагай. 11 числа у нас Татар-Жире. 12 числа у нас что? Яшер Якшембасе, вы, вот Яшер Якшембасе. Вот предлагайте, что вам интересно, приглашайте сюда. Хоть Путина приглашайте, понимаете? Приглашайте, кто вам интересен, пишите письмо, мы вам дадим план. Давайте инициативу от вас. Вот. А потом на следующей неделе у нас Гиппократ, потом у нас землячество, потом у нас вот так, у нас достаточно насыщенная программа. Потом у нас клуб предпринимателей 26-27 в Казани. Вот. Вот такая у нас достаточно. Мы проводим в год 100 мероприятий. Вот. Ну, у нас мы не расширяемся. Вот у нас четко есть 13 700 молодежи. Вот мы пытаемся, вот эта вот цифра, у нас такая она самая. И у нас в ближайшее время план еще снять где-то 10-15 роликов на выходе у нас в Ютубе на 4 каналах. Вот поэтому такие планы у нас. Вот кто первый раз, не забудьте обязательно, возьмите книгу нашу, вот тоже я ее в школе презентовал, и обязательно возьмите газеты с собой. Если вы не читаете, она в основном на русском, там часть на татарском, вспомните бабушек, вспомните дедушек. Если вы возьмете газету, пару пакетов и отнесете их по адресатам, ваши бабушки, дедушки с удовольствием их почитают и будут вам благодарны. Это тоже с вашей стороны будет шаг благотворительности. Исәнмесез, дуслар. Меня зовут Аделия, и я рада видеть всех, с кем знакома, и буду рада познакомиться с теми, с кем еще не знакома. Я учусь на 3-м курсе в финансовом университете при правительстве на экономической социологии, сама родом из Казани. Круг моих интересов, на самом деле, очень обширный, но хочу отметить, что недавно я начала заниматься женским футболом, и, может быть, здесь есть
те, кому это нравится, я бы хотела обсудить, может быть, могли бы собираться играть. Нормально. Так, Также... девочки, создаем свой футбольный клуб. Да, это было вообще здорово на самом деле. К сожалению, у нас в университете есть только одна команда, в то время как мужской футбол очень популярен настолько, что от каждого факультета есть по команде. Мне кажется, это несправедливо. Вот. Также увлекаюсь горными походами. В целом, просто мне все интересно, поэтому подходите, не стесняйтесь, буду со всеми рада познакомиться. İsmim İlyas, Finans Üniversitet'te okuyum. Üzüm Moskova'dan, Moskvişe. 4. kursta okuyum. Finansını okuyum. Tatarça hem Kıtayça öğrenim. Оценка бизнеса да эшлим. Kızık fakt. Benim ismim Bulat. Мен өзім Қазаннан, мен высшая школа экономики бітірдім. Қазір маркетолог болып эшлейм. Нутрициология бойынша мен шегірленемін. Игорь Ильич, меня зовут Искандер. Я врач-травматолог-ортопед, родом из Татарстана. Последние 10 лет работаю. Да? А поехали? Он очень больница. Наша больница это рядом с Рядом, нами. да. Менің есімім Марат, мен Уфадан. Губкинский университетте екінші курс магистратурада оқимын. Трубпроводчикка Газпромнефть заводында эшлейм әлі. Меня зовут Камила, я тоже из Уфы. Мы с Маратом раньше учились на бакалавриате, теперь переехали в Москву, а мы друзья, если что. Переехали в Москву, я тоже учусь на магистратуре в РГУ имени Губкина. Вот, работала в нефтяной компании, вчера уволилась, сейчас ищу новую работу. Поздравляем! Всем здравствуйте, меня зовут Малика, я сестра Камилы. Я тоже Уволилась? Нет, я, к сожалению, или к счастью, да, пока нигде не работаю. Я учусь на первом курсе в РГУ нефти и газа. Все. Всем привет, меня зовут Эльза, я бывшая коллега Камилы. Вокруг Камилы крутится. И вокруг Марата. Второй курс заканчиваю, вот. Очень рада всех здесь видеть. Менің есімім Артемий, мен географический факультетінде МГУда оқимын, географ, градостроитель, по любым экспедициям, поездкам, географическим картам, бане, все ко мне. Привет, меня зовут Динара, я уже давно не студентка, работаю в строительной компании. Всем привет, меня зовут Аделя. Спасибо, что сказала. Да, я из Набережных Челнов, закончила МГУА. Я работаю уже 2 дня в одной компании. Все, всем спасибо. Всем привет, меня зовут Марьям, мне 22 года, я из Москвы, но корни нижегородские. На данный момент я работаю менеджером ВЭД в международной логистической компании, параллельно учусь на магистратуре на 2-м курсе, закончила Российскую таможенную академию на направлении экономика, и вот сейчас в магистратуре по-прежнему на том же самом направлении. В свободное время пою, танцую, играю на гитаре, в целом творческий человек и люблю разного рода творческие мероприятия и очень рада здесь находиться и узнать много нового и познакомиться с кем-нибудь. Мен Марат, Пермский край, Бакинский район. Мен 1-ші курста оқимын, МГУ имени Сергея Орджоникидзе, горный инженерға. Юрим боксқа, в сборной команде вуза. Меня зовут Зарина. Я председатель самого лучшего медицинского вуза страны, учусь на 4-м курсе лечебного факультета. Здесь практически все РНИМУшные, еще там РНИМУшная часть сидит. Мы не поместились за этот стол. К сожалению или к счастью, не знаю, у нас больше 200 человек, но как бы мы бы сюда и так не поместились. Поэтому что хочется, наверное, сказать, что в пятницу у нас было мероприятие, это только ярмарка нашего землячества в университете. У нас было больше 150 гостей. Мы проводили разные конкурсы, мероприятия, розыгрыши. Хочу сказать спасибо большое моему землячеству, то, что они помогли нам его провести. Готовились полгода точно, каждый раз репетиции, созвоны, собрания, деньги собирали. В общем, мы очень много сделали и провели его просто очень отлично. Здесь есть ребята, кто были на мероприятии, я их очень рада видеть на самом деле, потому что когда часто так видишься, совсем другое, конечно, к человеку отношение проявляется. В общем, это все мои ребята здесь, и 5-й курс, и 1-й курс есть, и есть другие вузы, я думаю, наверное, я им сейчас передам слово.
хочу пожелать всем хорошего вечера и приходите почаще в штаб. Всем привет, меня зовут Айдар, я со строительного вуза МГСУ. Здесь тоже МГСУ есть, да? Если есть и старше меня, пожалуйста, я хочу с вами познакомиться, мне нужен диплом. Напишите за меня его. Дайте мне ваш. Если что, кафедра МГГ, механика грунтов. Вот. Я с маленького города Бугульма, если есть здесь люди, наверное, нет. Есть знакомый город. Вот. Всем большой привет, всем приятного аппетита. Меня зовут Маша, но у меня бабушка татарка. Мы познакомились с Жариной в группе, мы с ней одногруппницы. Я учусь в РНИМУ, соответственно. В свободное время я люблю заниматься конным спортом, горными лыжами, дайвингом, играю на гитаре. Я очень разносторонний человек. Вот, поэтому... Маша, вы все молодец. Рада познакомиться. Всем привет, меня зовут Алиса, я из Ижевска. Учусь сейчас на первом курсе РНИМУ педиатрического факультета. Всех очень рада видеть, надеюсь, у меня появятся здесь новые знакомства. Барыгыз гудай салям, менің есімім Аделя, өзім Казаннан болам. Иә, Аделя. Оқимын екінші курста РНИМУ имени Пирогова. Всем добрый вечер, меня зовут Алина, я из РНИМУ имени Николая Ивановича Пирогова, обучаюсь... обучаюсь на 5-м курсе лечебного дела. Всех рада видеть здесь. Всем приятного вечера. Меня зовут Батырхан, я из Уфы, учусь на 2-м курсе лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова. Всем привет, меня зовут Амир, я, к сожалению, не из РНИМУ, я из Вышки. Попал в этот стол. Случайно так получилось, но я посетил их прекрасный праздник. Значит, я со 2-го курса Вышки, ФКН, пришел во 2-й раз, все так же вкусно. Есть Да. тут? Сегодня, видимо, никого, да? К сожалению, никого. Ну вот, все так же вкусно, прекрасно. Меня зовут Тагир, я из Уфы, и я учусь на 2-м курсе матфака Вышки. Всем хорошего вечера. Всем привет, я Алия, я из Альметьевска, я первокурсница имени Пирогова. Меня зовут Алия, я не из РНИМУ, я из РАНХИКСа, 2-й курс на экономике. Хорошего вечера. Исмim Булат, өзім Шауладан болам. РНИМУ Пирогова деген университетінде оқимын. 5-ші курс, лечебный факультет. Мен өзім Алексеевск районының Билер ауылынан болам. Мен оқимын, в общем, в МГУ на биологическом факультете, 3-й курс. Все в целом. Барығызада қайырлы кеш, менің есімім Эльмира. Мен 6-шы курста оқимын РГУ нефтегазыда. Өзім Буа шаһарында туып өстім. Вон ее берешь в свою команду, нет? Тимур из Астрахани учился в РГУ нефтегаза. Ну, короче, когда летом были какие-то спартакиады, мероприятия, все проводил я, поэтому в следующем году, когда опять то же самое будет, если есть желание, обращайтесь ко мне. Если кому-то надо помочь собрать какую-то команду по какому-либо виду спорта, тоже обращайтесь ко мне. В принципе, люди есть, желающие есть, поможем. Меня зовут Ильдар, я из РАНХИКС и родом из города Альметьевска. В свободное время увлекаюсь горнолыжным, велосипедным спортом. Поедем на горнолыжах? Да, я надеюсь, в том году Тогда не смог. собирай всех, пиши, зови куда-то. Да, я оказываю тренерские услуги помимо этого. О, тем более. Кто хочет научиться? На чем кататься? Сноуборд. Сноуборд, пожалуйста. Вот тренер есть что. Всем добрый вечер, меня зовут Оскар, я из Уфы. Я работаю в Московской школе учителем истории обществознания. Мин Влад, я родом из Татарстана, город Лениногорск. Возможно, знаете, возможно, нет, тоже как бы маленький. Я являюсь председателем татарского землячества РУДН, так что если кто-то из вас вдруг из РУДН... Всем салям, меня зовут Марат, у меня корни нижегородские. Учусь в Московском университете имени Витте на таможенное дело и работаю продажником справочно-правовой системы в юридической компании. Всем привет, меня зовут Равиль, я из Москвы, у меня тоже нижегородские корни. Я закончил МГТУ имени Баумана и работаю в информационной безопасности. Меня зовут Алена, у меня крымские корни. Крымская татарка? Крымская татарка, да. У меня корни крымские татары. Я студентка медико-стоматологического университета 4-го курса. В свободное от работы время я занимаюсь учебой. Меня зовут Амира, я учусь в МГМС. Как тебя зовут? Амира. Все услышали? Да. Я против услышал, сам главный. Я учусь
на лечебном деле. Раньше училась в РУДН. Меня зовут Раяна, я из Татарстана, из города Казань. Учусь в университете НИУ-МАИ. Вот. Ну, увлекаюсь дизайном, рисованием и так далее. Всем салям, меня зовут Лина, я заместитель председателя 3-го меда, учусь на стоматологическом факультете, на 3-м курсе, работаю ассистентом стоматолога, будущий стоматолог, поэтому приходите ко мне, я буду ортодонтом и детским врачом, поэтому она крутая. Рада всех видеть. Всем добрый вечер, меня зовут Камола, я учусь на 2-м курсе юридического факультета, работаю в студии пилатеса, занимаюсь всей темой, связанной со спортом и здоровым движением. Все. Приглашай нас заниматься, да? Ну, почему нет? Приходите. Всем привет, я из Ульяновска, очень рад буду встретить кого-то здесь из Ульяновска. Я сюда в 2020 году поступил в МГСУ. Привет, строительный университет. Привет, вот на нашел. айтишника с большими мечтами, перспективами, уже хорошим кругом знакомств. В лице основателя крупнейшей IT-компании Ульяновска проучился там год, понял, что я хочу заниматься музыкой. Из страсти к музыке перевелся в Синергию на вечерку, чтобы у меня было больше свободного времени. Вот. А сейчас учусь в Синергии на факультете игровой индустрии и киберспорта, да. Такой есть факультет, уже 5 лет существует. Мы там проходим CSGO и Dota. Меня зовут Ильнас, учусь, но только приехал из Набережных Челнов, поступил в МИРА, программную инженерию. В свободное время играю немножко на гитаре и танцую хип-хоп. Я Камиль, я по происхождению, ну я москвич, в том поколении, но мои предки из Нижегородской области, как у многих людей. Я учусь на биофаке, 5-й курс, биофак МГУ, занимаюсь биохимией, молекулярной биологией, собственно, работаю в институте биорганической химии, ИБХ, вот. Спасибо. У нас тут много нижегородских братьев и сестер, 9-юродных, 11-юродных. Родственники в итоге. Меня зовут Диана, мне 20 лет. Я тоже учусь на стоматолога в 1-м медицинском университете имени Сеченова. По происхождению я тоже из Нижегородской области, из Рябушкина. И я буду несравненно рада увидеть здесь своих земляков. Первый раз пришла сюда, расширять свой круг общения. Буду рада познакомиться с новыми людьми. Вообще не стесняюсь подходить, я очень дружелюбная и стараюсь найти новых друзей среди татар. И что хотела еще сказать. Я занимаюсь танцами в свободное время в Татарском культурном центре и приглашаю вас всех и парней, и девушек, остро не хватает парней, на танцы бесплатно по средам и пятницам. Буду рада вас увидеть там. Приходите, спасибо, да. приходите. Всем добрый вечер. Меня зовут Рената. Я учусь на 2-м курсе МГУА имени Потапкина на юридическом факультете. В общем, в свободное время обычно занимаюсь этой учебой, ну еще люблю читать. Всем спасибо. Всем привет, меня зовут Амина, я сестра Ренаты. Мы обе из Москвы, на корне Нижегородский, тоже Медиана, Рыбушкина. Вот, учусь на 3-м курсе лингвистики в МГПУ и подрабатываю репетитором по английскому, так что если кому-то нужен репетитор по английскому, вы можете обращаться. Здравствуйте, меня зовут Тимур, я из Башкортостана, учусь из города Октябрьский, учусь в РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева на химфаке. Люблю играть на гитаре. Меня зовут Алан, я тоже из Башкортостана, из Октябрьского. Я учусь в ТУСИ на факультете информационных технологий. В свободное время я изучаю машинное обучение и надеюсь, что в течение пару лет смогу там нейросети всякие писать. Ну, все. Всем привет, меня зовут Аиша, я на 2-м курсе учусь в университете РУДН на переводчика китайский и английский язык. Я из Москвы. Bye.
parlıyor.